Решил начать небольшой цикл, наверное, посвященный экспериментам с изготовлением дамасской стали. Дамаском в России называется материал для клинкового оружия, созданный с применением кузнечной сварки. Слово «сварка» тут ключевое. То есть будем для простоты считать, что клинок, состоящий из двух и более сваренных стальных пластин, является дамаском. Видов их десятки и сотни. Ламинат, трехслойка, дикий, торцевой, штемпельный, турецкий и так далее. С многослойным диким дамаском я работал довольно долго и потратил на него более 5 лет в тщетных поисках кузнечного граля. За все это время мне не удалось сделать ничего приличного, и все ушло, конечно, в мусор. Думаю, что я не один такой. И чтобы не быть голословным, предложу вам обратиться к результатам российских чемпионатов по резу каната и посмотреть на место этих легендарных дамасков. Во-первых, оно, мягко говоря, невысокое. Я имею в виду место. Во-вторых, дамасков представлены единицы. На последнем чемпионате 2020 года из более 70 ножей место дамаска равно нулю. То есть дамаск не просто плохо резал, его там просто нет совсем. Ни один из производителей или любителей дамаска не выставил свои ножи. Это очень странно, не находите? Хотя магазины и интернеты заполнены дамасками. Значит, их все-таки покупают, а на соревнованиях их почему-то нет. Возможно, это потому, что все прекрасно понимают, на каком месте они окажутся в таблице. И такая реклама, видимо, никому не нужна. Дамаск чрезвычайно популярен у новичков. YouTube, например, основные просмотры у клиночников, которые делают именно дамаск. Моностали и даже булаты особо никто не смотрит. Наверное, они не настолько интересны. Мастера дамаска до сих пор не устают рассказывать о удивительных свойствах дамаска, о микропиле, о композитности на уровне нано, о огромной прочности, о самозаточке. В общем, абсолютно та же история, что и с самоварными тигельными булатами. Они настолько крутые, что канат не режут, так как они выше этого. Кому интересно подробности о булате, прочтите мою статью «Булатные эксперименты» на Фейсбуке или посмотрите видео о булате на канале. Виктор Кузнецов в одной из своих статей написал простое правило. Дамаск, у которого на режущую кромку выходит несколько сталей, и режет хуже, чем самая простая сталь, входящая в его состав. Когда я это прочитал, еще до знакомства с Кузнецовым, мои подозрения полностью подтвердились, и мое терпение, бывшее и так на исходе, окончательно лопнуло. А когда я лично познакомился с бандой Кузнецова-Лукинова, я понял, что, оказывается, и с моносталью я толком работать не умею. Поэтому тема дамасков была мною заброшена надолго. Сейчас почему-то появилось желание продолжить, и я думаю провести серию экспериментов и попытаться поднять режущие свойства дамаска хотя бы до уровня исходника. У меня появилось несколько идей по изменению технологии термообработки дамаска. Спасибо моим булатным экспериментам и троллейбусному парку города Москвы. Если тема будет кому-то интересна, то напишу небольшую статью для заинтересованных граждан. Поэтому, как говорится, ставьте лайки и пишите комментарии. Итак, в чем основная проблема дамасков, у которых на РК, режущую кромку, выходит несколько видов стали? Это недолгий рез и хрупкость. Это основное. Это все объясняется очень просто и можно прочитать в любом учебнике металловедения. Первое – это увеличение зерна при сильном нагреве. Второе – это диффузия. Первое объяснять, наверное, не стоит, это и так понятно. Второе – диффузия – это перемещение атомов в кристаллические решетки. Применительно к кузнечной сварке, которая происходит при высоких температурах, она оказывает как благотворную роль, это само соединение стали между собой, так и негативную, это изменение концентрации углерода и лигирующих элементов. Углерод, в отличие от лигирующих элементов, перемещается быстро, а калий, который мы видим при ковке дамасков,
Это и есть в основном выгоревший углерод. Скорость диффузии углерода при температуре 1200 градусов в нелегированной стайле примерно 1 см в час. Но потеря углерода на выгорании – это не самая большая проблема. Ее можно компенсировать восстановительной средой в горне или добавлением в швы чугуна. Сложнее дело с диффузией, которая происходит между слоев. То есть, если вы делаете 5-7 сварок из пакета, состоящего изначально из 5-9 пластин различных видов стали, то в конце толщина каждого слоя будет доли миллиметра. При этом, благодаря диффузии, процент углерода в этих слоях будет практически однородный, а лигатура, которая не успеет полностью диффундировать, даст красивый рисунок в 300-400 слоев, который все так любят. Если еще как бонус добавить увеличенное от перегревов зерно, которое добавляет хрупкость, то мы получим то, что лежит на прилавках всех магазинов и интернетов. Если слоев в Дамаске будет больше, то слои постепенно растворятся и получится скучная, однородная, рафинированная сталь, которая вообще никому сейчас не нужна. Итак, как избавиться от этих двух неизбежных проблем? Посмотрим, что делали наши предки. Дамаск в современном коммерческом виде, состоящий из множества перепутанных слоев, является исключительно декоративным. Некоторые ученые считают, что и в средние века сварной Дамаск считался подделкой настоящего булата, то есть вудца. Но это, к сожалению, никак нельзя точно проверить. Большинство современных прошаренных мастеров пускает Дамаск исключительно на обкладки, а на РК ставят обычную моносталь. То же самое на самом деле делали и древние мастера. В древности из-за низкого качества стали применялся метод рафинирования. Это та же многократная кузнечная сварка. Данный метод был необходим для удаления из стали ненужных примесей и был часто самым эффективным и простым способом. Посмотрите, например, как делают японский меч, особенно на начальный этап. Но нам сейчас это совершенно не нужно, так как есть хорошие современные стали. То есть, как было сказано выше, Дамаск в 300-400 слоев из-за диффузии будет практически однороден по углероду. И, соответственно, никаких преимуществ от мифической микропилы и композитности мы не получим, так как там этого просто нет. Там есть только разноразмерная макропила из остатков лигатуры и шлака из сварных швов, которая режет крайне плохо. Раньше люди были практичны и делали Дамаск для экономии хорошей стали, которая была дороже, чем затраты на ручной труд. Самый распространенный Дамаск – это двухслойка и ее производные – трехслойка, пятислойка и тому подобное. Сейчас в России их называют ламинатом. Наши любимые японцы используют ее до сих пор. Применяется двухслойка для односторонних ножей, стамесок и тому подобных изделий. На Руси применялась косая наварка. Это тот же двухслойный пакет, перебитый на ребро с небольшим смещением. В результате было возможно тонко отковать симметричный в сечении клинок с минимальными затратами на слесарные работы, которые без электричества были довольно дороги. Что и отличает его от классической трехслойки, где приходится снимать много стали с обкладок исключительно слесарным способом. Так что надо современному человеку от Дамаска практически? Мы не можем улучшить современную сталь кузнечной сваркой и рафинированием. Она будет на порядок хуже из-за шлаковых включений и перегревов. Мы не можем увеличить прочность Дамаска, так как зонная закалка исходной моностали без сварных швов и мелкая структура будет гораздо прочнее на излом. Нам не надо экономить сталь, она сейчас гораздо дешевле ручного труда. Остается только одно – это защита углеродистой стали от коррозии. Для этого можно сделать обкладки из нержавеющей стали, то есть обычный старый добрый трехслойный пакет.
Я не вижу больше никакого практического смысла в изготовлении другого Дамаска. Все остальное – это красота с отрицательным функционалом. Трехслойкой мы убиваем одного зайца. Это диффузию. За одну сварку она будет незначительна. И второго зайца тоже подстрелим, так как зерно будет не такое большое, и его можно легко исправить. Можно применить проставки из никеля или меди. Это значительно снизит сварочные температуры. Но тогда возникнет вопрос о прочности, что придется проверить на практике. Все это, конечно, внушает надежды, но позволит сделать клинок только со стандартными характеристиками в плане реза. Низкотемпературную механическую термоциклическую обработку НМТЦО на Дамаске применить не получится. Он расслоится. Поэтому придется применять НТЦО и, наверное, изменить порядок применения баллотизации и восстановления структуры стали после кузнечной сварки. В общем, все немножко морочно. Предварительно у меня вот такие идеи. Если у вас появились какие-то другие идеи, то напишите мне в комментарии. Спасибо. В видео на заднем плане происходит кузнечная сварка трехслойного пакета, который состоит из стали на обкладках 40Х13 и стали ШХ15 в середине. О подробностях и видах сварки я расскажу, наверное, в следующем видео.